Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас мы находимся в городе Якутске. И за моей спиной те самые приборы, которые позволяют узнать самую точную температуру в любой момент времени. Сейчас у нас 50,4 градуса. Ну, это данные на где-то час назад, да? Или прямо вот Ну, мы сейчас с вами вышли в 10 минут, то есть официально в 13 часов 13 минут. Температура в городе Якутске была минус 50,4. Температура воздуха. Да, друзья, ну и познакомьтесь, это Лена Геннадьевна, метеоролог с 30-летним стажем. И сегодня под ее руководством я испытаю себе на себе работу метеоролога. Техника метеоролога метеорологической станции Якутск. Вот так, друзья, сегодня у нас все будет очень точно, и сегодня в этом выпуске вы узнаете много интересного, много нового, и поймете особенно, почему иногда, или не иногда, но в общем мы это уточним, бытовые градусники нам немного показывают не ту температуру. Ну что, с чего начинается работа метеоролога, техника метеоролога? Рабочий день техника метеоролога начинается с того, что мы организуем место для работы, для правильных, для хороших, своевременных наблюдений, организуем себе полностью доступ к метеорологической площадке и полностью убираем налет, так как говорят люди, снега, но мы убираем со всех метеорологических приборов образование изморози, чтобы они показывали точно температуру воздуха. Давайте начнем. Сегодня у нас не шуточная температура, за 50 градусов. Так, сейчас нам надо освободить так, чтобы мы могли, от снега. Вот тропинку мы уже прочистили, пока шли. Все. Так. Ага, все. И дальше давай мы с тобой по очереди. Это очень все просто. Ага. Вот так вот она ложится. И вот не сходя полностью вот эти вот все. Все тропинки? Да, вот точно. Вот просто так вот аккуратно. Ага. Для чего это надо? Чтобы температура, чтобы естественный покров нигде не нарушался. Только вот протоптанные тропинки. Вот только по ним двигается метеоролог. Остальное все это естественный покров, и он не нарушается ни зимой, ни летом. То есть здесь не затаптывается. Вот наблюдатели двигаются вот точно по вот этим вот границам. Да. Все, понял. Чищу. Очень интересная информация, действительно. То есть для того, чтобы приборы показывали точную температуру, вот аккуратно просто в сторонку ложишь и все, да? Просто аккуратно. Вот так? Да. Ага. Чтобы приборы показывали точную температуру, данный покров, он должен быть максимально натуральным. Да, все. Да. Так, это мы пришли. Это мы пришли к осадкомеру Третьякова. Здесь в 2 раза в сутки измеряется количество осадков, выпавших на территории города Якутска. 2 раза в сутки. В 9 часов утра и в 9 часов вечера. То есть осадки переводятся в миллиметры. Количество осадков это на квадратный метр. Миллиметр на квадратный метр. Как снимаются данные? Осадкомер Третьякова. Здесь снимается, вот есть такой сосуд, осадкомерное ведро называется. Вот, в него осадки попадают. Здесь снимается носик, они таятся и в помещении, и там есть осадкомерный стакан, я тебе его покажу. Ага. Сейчас там практически ничего нет, да? Нет, на нем только сейчас отложение изморози, потому что у нас нету осадков. Ага. Но изморозь – это то явление природы, которое дает осадки. То есть вот это вот отложение изморози, вот это же не снег, это вот то, что сейчас заметено, это отложение изморози. Вот она за сутки, вот в течение суток, вот столько у нас намерзло получается. Ну, мы можем это наблюдать в городе, там, допустим, на столбах. На деревьях, на знаках на дорожных. На знаках дорожных, да. Да, везде. Иногда полностью. дорожные службы тоже чистят их, и сейчас мы... Очищают, освобождают. Да, проделываем, так, соответственно. Да. Теперь мы идем до... Прямо? Да, прямо. Так. Так, в сторонку. Аккуратно, да. Аккуратно, да. Ага. Так. Ну вот, стоп. Семену стоп. Семен, не вздумай дальше шагнуть. О! Выходи оттуда. Покажи
Да, Семен чуть-чуть было не наступил на какой-то важный Да, датчик. да. Он чуть не нарушил естественный покров дальше. Итак, так, дай. О, итак, вот сейчас мы находимся в золотой середине, как бы, да? Вот одна осадкомерная рейка, Ага. вот вторая осадкомерная рейка, вот третья осадкомерная рейка. По ним, видишь, они размечены точно Да. так же, как рейки. Да-да. Вот снимается из 3 высот, находится золотая середина. Это высота снежного покрова в городе Якутске. Конкретно в городе Якутске. Это 30 сантиметров, да? А, нет, какое 30? Наклонись, глазомер согласно рейке и сними. Давай я возьму лопату. Так, а как Попробуй. снимаете? Я вот смотрю. Глазомер? А, Нет, милый. вот так? Ты встаешь, наклоняешься, и глазомер, да, под прямым углом 35. 2. 35, правильно? 32, дорогой. 32? Да. 35 верхняя, длинная, длинная метка, это А. 35. Ага, все, понял. Понял. 32 сантиметра, это в Якутске за всю зиму выпало столько снега. Пока, да. Пока. 32, пока. Так, Мы далее. Куда идем? далее мы с тобой идем. Вот такой интересный прибор, пришедший к нам с давным-давно. Вот этот прибор называется ледоскоп. Как мы определяем изморозь или иней? Вот здесь есть такой круг. Вот казалось бы, вот проще простого. Подожди, это фанера, вот да? круг, обыкновенная черная фанера. ага. И вот она, ниточка. Ага. Вот на ниточке образуется изморозь. Вот здесь налетом ложится и блестит иней. Вот так можно отличить иней от изморози. Иней – это кристаллики льда, Ага, которые, ну, вот, покрывают поверхность, ага. но не обволакивают ее. А изморозь обволакивает целиком. А как с помощью него сейчас Вот посмотреть? ледоскоп. Ну вот мы с тобой видим, вот оно, отложение изморози. Вот здесь вот на нитке мы его сейчас почистили. Через 3 часа мы придем, ну вот такая же будет все по-новому. А дальше, то есть, вот здесь мы просто посмотрели, что явление как таковое идет. Мгм. Но у каждого явления есть начало и конец. Ага. Мы дойдем с тобой до станка, называется гололедо-изморозевый станок. И там на проводах, вот сначала отложение изморози, сейчас идет 4-й случай. Ага. То есть она начинается, бывает теплая температура, она облетает, опадает. Мгм. Потом по новой начинается. Каждый этот случай регистрируется. Каждый час 15 минут наблюдатель выходит и проверяет. Вот на станке мы с тобой посмотрим 4-й случай, там уже 25 миллиметров. Ого. Да. Очень Так. интересно. Вот здесь королевство, как я говорю, подземелье. Подземелье. Да. Так. Вот здесь находится мерзлотомер. Ага. Температура промерзания поверхности, температура промерзания земли. Вот на сегодняшний день должен он подойти уже к 150. На глубину 150 сантиметров мы промерзание смотрим. Вот аккуратно вытаскивается. Ух ты. И как он показывает? Вот 150. А, вот это, да? Все, промерз, видишь? 150. 150. А вчера еще было 148. То есть вот это... На находился сегодняшний здесь. день все 150 промерзло. Ага. То есть промерзание на 150 почвы произошло. Можно сказать, что это пик, да? То есть дальше, может, еще дальше промерзать? Ну, вполне возможно, но официально наблюдается 1,5 метра. 1,5 метра. Да. Ага. То есть с лета можно считать, что вот сегодня земля закончила промерзать. А летом сколько показывает промерзание? Нисколько. А, полностью Это оттаивает. тот слой, который оттаивает. А, 1,5 метра, которые оттаивают и замерзают. Мы же не за вечной мерзлотой здесь. все, понял. Я Понял. перепутал с вечной мерзлотой. Так, лучше вот отсюда. Давай, наверное, Давайте подожди. я почищу. Давай, посмотрим. Ага. Это что такое? А это термометр на Ух ты. глубине 2,4 метра. Наблюдает температуру. Так, давайте посмотрим, насколько там. Вот ты не увидишь здесь. Кстати, ничего. да. У тебя не получится. Так, давайте, как сделать? Никак. Вот смотри, здесь нужен навык. Мгм.
Так, я отпускаю. Нет, нет, держи. Держать? Ну, пока подержи, ага, Вот так вот ты смотришь и глазомер. В районе 0 смотри, где-то там должно быть 0,6, 0,7, по-моему, вот так. 0,3, 0,4 может быть. Так, в районе 0. 0 нашел? Она очень... Да, 0 нашел. Вниз смотришь. Да, вижу. Увидел? Так, 0. Минус... нет. Минус 0,2 или 0,4 где-то Да, должно. минус 0,2. Минус 0,2. Очень тонкая шкала. Ну, не шкала, а это ртуть, да, внутри? Просто надо иметь ну, привыкаешь со временем. Да, Поэтому... там достаточно сложно разглядеть. Да нет, не сложно. Ну, мне, по крайней мере. Ясно? И тут разная высота, да? Разная глубина. Глубина 20, 40 сантиметров, 80 сантиметров, 1,20 м, 2,40 и 3,2. Вот мы с тобой смотрели 2,40. Почему? Потому что 3,2 мне с тобой будет очень сложно. Его доставать надо и фиксировать. Ага. То есть, разговаривая с тобой, я просто могу его надломить. Поэтому я этого не сделала. Но ты зато посмотрел, как это. Ну, там я так понял, что очень тепло. Ты убедился? Около 0. Ну, вот видишь. Сейчас мы сразу уберем здесь изморозь. Сразу по ходу, чтобы то и другое совмещать. Так. Так. Вообще Всё. очень Теперь. интересно, как бы я тут смотришь, вроде бы ну, что-то просто торчит из земли, да? А на самом деле это достаточно важный прибор, который позволяет узнать промерзание почвы. Да. Теперь мы с тобой вот шагаем прямо. Так, ага. Так. Шагаем. Вот. Туда? Для того... Нет. Мы теперь с тобой вернемся к поверхности Земли. Ага. Для того, чтобы люди точно понимали, что температура поверхности почвы регистрируется по 2 параметрам. То есть у нас работает автомат. Автоматически температура воздуха наблюдается вот этим датчиком. Ага. Это автоматический датчик. Это датчик. Это датчик. На поверхности почвы, помимо этого, стоят 3 термометра. Угу. Срочный – это та температура, которая сейчас. Минимальный – это самая низкая температура за 3 часа. Максимальный – самая высокая температура за 3 часа. Вот в зимний период срочный и максимальный термометры убираются, потому что температура ниже, чем минус 36. При такой низкой температуре в данной ситуации. Потому что температура ниже, чем минус 36. То есть максимума здесь быть априори не может быть теплее, чем 36 градусов. Поэтому они ставятся в снег. Ага. Температура. То есть это не позволяет термометрам испортиться, как бы, ну, грубо говоря. Если так говорить грубо, да? То есть температура будет. А здесь остается только минимальный термометр. Минимальная температура. Да. То Вот есть смотри, мы сейчас узнаем, какая сегодня была. вот самая минимальная температура, вот черным, вот видишь на этот Да, черный, да. вот он регистрирует его начало от нуля. Вот, то есть отсчет идет сюда. Вот он регистрирует самую холодную за 3 часа. А здесь как бы, ну, расстояние и спирт. Вот этот вот спирт, он показывает в данной ситуации на сейчас какая температура. Так, сейчас 50, да? Минус 50. Ты штифт смотришь, а тебе нужен спирт. А спирт где? Вот он, не доходя, вот здесь. Прозрачный, да? Вот между ними, как бы видишь, 49, 48 с чем-то там должен быть. Ага. 48,4 я вот увидела. А минимальная? А какая? минимум был, получается, за 3 часа последние 50 градусов ровно. Вот я на него видел. Ты смотришь на нет. Ну, это ничего понял. удивительного, просто как ты. Я ж не могу тебе сразу же дать образование метеоролога. Конечно, я привык, только смотрю на градусники и все. Вот температура. Смотришь а в данной ситуации ты смотришь на термометр. Пошли градусник. Так, да, идем дальше, да? да, это берем с собой. Мгм. Так, Да, возьму. теперь дай мне ее на минутку. Вот смотри, вот стойка, я до этой стойки сейчас буду чистить. Ага. Вот на этой стойке в 3 часа дня производится мониторинг окружающей среды. Мгм. То есть в городе Якутске измеряется радиационный фон. Радиацию даже меряют? Когда ты шел к нам в гости, ты Якутское управление гидрометеослужбы и мониторинга окружающей среды. Ага. Мониторинг окружающей среды включает в себя наблюдение за радиационным фоном, наблюдение за абсолютно всеми выбросами, химическими выбросами на территории Якутии. Вот конкретно то, что наблюдается на метеостанции Якутск, радиационный фон в 3 часа дня 1 раз в сутки. Вот здесь на горизонтальном планшете
лежит специальная отбеленная марля. Она в течение суток в себя впитывает все, что происходит в окружающей среде. Потом мы ее меняем, отправляем в нашу лабораторию, которая находится в управлении. И там уже в химлаборатории, беря анализы с вот этой марли, они определяют все выбросы, какие происходили в городе Якутске. Это горизонтальный планшет. А еще мы с тобой пройдем. Я тебя свожу в одно интересное место. Там ты увидишь в течение 5 дней фильтруется воздух. Фильтр стоит. Тоже такая же марля, только она как бы из 2 слоев. Вот там скапливается все, что за 5 дней в городе Якутске произошло. И также отправляется. И точно так же. Все, я понял. Значит, мы идем туда, да? Да. Ага. Так, Семен. Да, ты можешь идти вот до той лестницы, я тебе разрешаю. Держи, у меня лучше и быстрее получается. Так, У тебя- давайте. Ты шибко это. Аккуратный. Все. Так, дай-ка мне. Так. Держи-ка. Мы сейчас изморозь уберем. Чтобы следующему наблюдателю было лучше. Дай мне еще. Так, ты пока вперед. Опа. То есть, друзья, тут те данные, которые мы видим в прогнозе погоды, это только маленькая часть всех показателей, которые снимает УГМС, правильно? Да. А мы не будем смотреть туда? Вот туда мы смотреть не будем. Ага. Там живет солнце. Так как его нету, я тебе просто можешь ради интереса попасть туда, снять чехол и посмотреть. Вот это прибор, который пишет. Смотри, Так, заходи. посмотреть, да? Да. Что пишет он? Чехол сними. Прибор называется гелиограф. Ух ты. Вот это солнце пишет свою историю в течение дня. То есть солнечные лучи попадают? Солнечный луч попадает, это увеличительная круглая линза, и происходит прожог. Видно, да? А, и тут потом... Тут туда вставляется ленточка. А, И солнечный прожог. очень интересно. Так, идем дальше. Вообще к нам надо еще летом в гости приехать. О, летом обязательно. Летом у нас интереснее. Ну все, теперь здесь живет температура воздуха и влажность. Так, давай мы с тобой вот сюда лопаты уже уберем Да, на выход. давайте. Они нам уже, в принципе, не нужны. Все, пока. Ну, пойдемте в гости к температуре воздуха. Так, вот сразу упреждаю твой вопрос, Руслан, для чего мы это делаем? Ага. Вот это защищенная жалюзевая метеорологическая будка, которая устанавливается согласно мировых установленных стандартах. То есть во всем мире на метеорологических станциях стоят именно вот такие жалюзевые будки, которые создают все условия для производства наблюдений за температурой воздуха. Ни стенки, на которой висит термометр, ни веранды, где прицеплен, а вот конкретно согласно вот этих вот всех условий. Понял. То есть, чтобы человеку знать точную температуру, ему нужно сделать точно такой же бокс, да, ящик, и плюс еще нужно взять вот именно такие же сертифицированные термометры. Правильно? Абсолютной температурой воздуха считается температура воздуха жалюзевой будки, термометр, находящийся на кронштейне, не соприкасающийся ничем, высота расположения будки 2 метра. И какая сейчас у нас температура? Чтобы Ничего. сказать, какая температура, мне здесь надо снять температуру и ввести поправки в помещении.
Поэтому вот здесь конкретно я тебе не скажу. Вот сейчас ровно столько. Мы с да. тобой снимем, туда сходим потом. И я тебе Ага. скажу по факту, сколько есть. Понял. И по поводу того, что там 80 и 90 люди наблюдают. Да. Официально принятый термометр 72 градуса. Ага. Во всем мире более низкие температуры регистрируются. У нас пока не было такого. Мгм. Максимальный минимум вообще за всю историю в Якутске? За сколько? всю историю наблюдений в Якутии официально зарегистрированная минимальная температура минус 67,8. Верхневилюйск. Мгм. Это то, что Это зарегистрировано? официально зарегистрированное, согласно, вот, ну, Ага. официально. А в городе Якутске? Ой, там 56,2 или 56,4 в 60-х годах. 60-й год, по-моему. Самая холодная температура за прошлый год минус 51,6 Мгм. в прошлом году. Мгм. Позапрошлом, 21-м. В 22-м не отпускалась ниже температура Ага. воздуха. То есть, ну мы, возможно, в этом году рекорд получим, нет? А что такое рекорд? А что такое рекорд? У нас каждый день рекорд. Просто 24 на 7, 365 дней в году. Люди, про которых вспоминают утром, в обед и вечером. Метеорологи. Все врут собаки. Так, все. Теперь. 3 или 4 года тому назад, когда мы снимали, точно так же приезжало Ага. телевидение, Ага. нам люди сказали, а что же вы хотите? У них там приборы в шубах. Мгм. Вот в шубе стоит блок питания, Ага. который обеспечивает данные Ну, наблюдения, работу. автоматические данные, да. Это, Это не датчики, ничего, просто блок питания стоит. То есть один. это прибор, который автоматически снимает показатели, в том числе, да? То есть Регистрирует. регистрирует. Регистрирует, Мгм. да. Ну вот видишь, как все в изморози. Ага. Сейчас мы с тобой чуть-чуть по проводам постучим. Хорошо? Мгм. На Семена снег поделаем. Тык-тык-тык. То есть вот это, я так понимаю, блок питания, Да. а вот это... А это датчик непосредственно влажности. сам- А, датчик влажности. Да. А термометры? Термометры, датчики, они установлены по разным точкам. Ага. Всё. Ну а это наверху ветер. То что ты, наверное, понял. Ага. Щас, Которого вообще нет. соответственно, штиль. Ага. Ну и пошли теперь посмотрим на изморозь. Только, пожалуйста, Так. аккуратно, не прикоснись, не снеси. Вот Окей, это я- отложение. Я лучше здесь постою. Хорошо. Вот это отложение изморозить 4-й случай. Ага. Это за... Четвертый случай называется за сегодняшний день. Нет, 4-й случай за всю зиму. А. Вот эта вот изморозь началась, мы с тобой посмотрим, какого числа. Мгм. Сколько дней она уже идет? Мгм. То есть четвертый раз За зиму, за зиму да. начинает. А она бывает так потепление, вот. Она может быть дуйнуть ветер, она может частично облететь. Ага, То есть, ну, вот эти вот, просто если говорить, сосули вот эти вот могут облететь, ага. а она сама останется. Как Мгм. правило, обычно где-то к 32-34 градусам. Начинает Она, появляться. да, она начинает облетать, Интересно. разрушаться. Мгм. Правильно говорить разрушаться, но по-народному облетать. Да. Ну вот, в принципе, мы с тобой практически посмотрели все. Мгм. Вот этот вот волшебный стол – это сбор осадков. Ага. Там, ну, в течение месяца собираются. Мгм. Тоже осадки уезжают от нас в Саянск. Там лаборатория. А, да? Да. Ничего себе. То есть собираете в течение месяца и отправляете в лабораторию? Да. В другой город вообще? Да. Там официально зарегистрировано, то есть это... Ну и пойдем посмотрим город. Теплую, чистоту воздуха Так, в городе Якутске. давайте Мы с тобой выходим с метеоплощадки, закрываем калитку. Где бы вы ни находились, в любой точке мира, калитка метеоплощадки всегда открыта, находится на север. А, Да. там север. Да. Очень интересно. С чем связано? Ну так, принято, Ага. общепринято. Вот по этой тропинке и беги, Семен. Да вот тех будок. Вон туда.
Мы с тобой сейчас идем на установку ФВУ. Вот она работает 12 часов в сутки. 12? Да. Вот с 7 часов утра до часа 30 дня. Потом она включается в 7 часов вечера и до часа 30 ночи. Ага. Происходит фильтрация. Вот видишь, за 5 дней сколько уже намерзло. Какой слой? Это слой льда, да? Да, это слой снега, спрессовавшегося снега. О, такой прям как будто как известь. Да. Смотрите, обратите внимание, друзья, да? То есть он под давлением, из-за того, что давление, он спрессовывается. Да, да. И вот это вот все аккуратно снимется и поедет в лабораторию. И вот мы поймем, что происходило в течение этих 5 дней, что у нас было в атмосфере. То есть, грубо говоря, что выплевывает ваши машины, собирается здесь. Все видно. Да. Здесь. Отлично. Всё? Вот в следующий раз я сюда приду в 7 часов вечера. Пол восьмого, 7:30 вечера. Включу ее, и в 1:30 ночи я ее выключу. А почему в течение, ну вот только вот эти промежутки времени работает фильтр? Ну, это получается интервал 12 часов, как бы отдыхает. 6-6-6, чтобы выдерживал чисто техника. Чисто технический вопрос. 2 раза по 6 часов, Да. да? Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас с Леной Геннадьевной мы прошли по практически всей площадке, которая называется Метеорологическая площадка. Якутская объединенная метеорологическая станция ОГМС Якутска. Вот, и мы провели где-то около получаса, да, то есть нам нужно было как бы столько времени понадобилось, чтобы обойти все приборы, почистить немного, поработать. Вот, и обратите внимание на нас, сколько на нас сейчас синяя, да, то есть погода не шуточная, условия такие достаточно серьезные. Но вообще, ваше любимое время года, в какое время вам нравится вот снимать показатели? Ну, снимать показатели сказать неправильно. Метеоролог это не работа, это не призвание. Это, ну я не знаю, это жизнь. Вот просто жизнь. И метеорологи это отдельный народ. Народ, который гостеприимный, который радушный, который трудолюбивый, который умеет трудиться, умеет отдыхать. И самое главное, это те люди, которые любят работу. Если через 2 года человек от нас не ушел, он уже от нас не уходит. Это уже призвание. Ну, минимальный стаж, вот если так смотреть, минимальный стаж на нашей станции, самый минимальный, самый молодой сотрудник на сегодняшний день 6 лет. Проработал 6 лет. Да, уже 6. Понимаешь? А руководит группой человек, к которому я пришла ученику. А у меня через месяц будет 30 лет стажа. Вот и представь, какой у нас здесь коллектив. Ну что, друзья, сейчас мы зайдем в тепло. Испытано на себе. Друзья, сейчас мы находимся уже в помещении, и Лена Геннадьевна сейчас познакомит нас вкратце с автоматизированной станцией, которая также регистрирует показатели окружающей среды. Вот перед нами я вижу экран, и, соответственно, какие параметры может снимать автоматическая станция? Ну, Руслан, на мониторе сейчас отражаются практически абсолютно все параметры, за которыми наблюдаем мы 24/7, 365 дней в году. На данный момент температура в Якутске, местное время 14 часов 25 минут. Температура воздуха отражается минус 48,5. За 3 часа предыдущая минимальная температура была минус 50,6. Максимальная температура за предыдущие 3 часа была минус 53. То есть за предыдущие 3 часа, то есть до 12 часов дня. Вот в 3 часа
здесь произойдет обновление. Вот здесь будет стоять самая теплая температура за 3 часа с 12 до 3 и минимальная, максимальная температура воздуха. Да? То есть, соответственно, изменится показатель, если будет теплее за 24 часа и за 12 часов. То есть регистрируется все абсолютно, самое теплое, самое холодное. Здесь же отражается температура подстилающей поверхности. И, как ни странно, на данный момент температура воздуха минус 48,4, а температура поверхности минус 45,7. Потому что нет ветра, и снег как бы дает более он теплый. Вот. Ну, здесь по такому же самому принципу минимальная, максимальная температура. Здесь же регистрируется давление на уровне станции, на уровне моря и в миллиметрах ртутного столба. Вот конкретно вот здесь на графике отражено вот за последние 3 часа движение температуры воздуха. Пока мы с тобой встретились, пока мы ходили и вернулись сюда, на этот момент почти практически на 1,5 градуса потеплело. Мы с тобой там помели и погрели. Согрели. Да, и погрели. Весь город. Да, весь город. Спасибо нам, скажите, за это. Ну и здесь же воздушный поток, но так как воздух стоит просто не шевелясь, штиль. А так полностью, вот она, роза ветров, ты полностью здесь все можешь видеть. Точно таким же образом здесь отражается выпадение осадков. То есть, а все, допустим, очень много в WhatsApp, да, в соцсетях есть фотографии термометров, которые показывают и минус 60, и минус 70, и уже и индикации там уже заканчиваются, да? То есть туда очень много воздействует. Во-первых, они не откалиброваны, да, это бытовые термометры, а во-вторых, на них воздействуют еще другие параметры, то как влажность воздуха, то есть тепло от дома, да, от того же, ветер. И точно температуру они никак показать не могут. Все, в том числе аэропорт, да, все службы, они опираются именно на данные, которые дает Якутская УГМС. Ну, официальные, давайте говорить. Да. Официальные, это официальные данные, которые... Официальные наблюдения, все абсолютно службы Якутского управления гидрометслужбы прошли государственную сертификацию. Наши все специалисты имеют специальное образование. Люди умеют обращаться со всеми приборами. Понимаешь? Поэтому, ну, даже такие вот, открывая будку и снимая показания с термометра, мы не дышим на эти термометры. Мы точка открыла будку, выдохнула, сняла. Понимаешь? То есть, ну, вот такие вот все нюансы. То есть сведено к минимуму по всем правилам наблюдения, чтобы погрешность сводилась вообще абсолютно к нулю. Кстати, можно даже посоветовать, вы упомянули, что есть телеграм-канал, то есть, в принципе, мы постоянно живем в городе Якутске, да, и достаточно для того, чтобы иметь точную погоду, подписаться на телеграм-канал. Мы открыты, мы очень открыты, мы очень добродушны, мы доброжелательны. Если люди хотят иметь достоверную информацию, хотят ее получать, хотят, чтобы их дети были сведущие в этих вопросах, мы с удовольствием организуем экскурсии. Лучше, конечно, к нам приходить летом, потому что, ну, больше информации вы увидите. Мы, насколько это возможно, на сегодняшний день рассказываем обо всем абсолютно. Приходите, вспоминайте физику и перестаньте ругать метеорологов. Еще никто не видел хлеб с ногами и метеоролога на метле. Вы просто люди. Друзья, но это еще не все. Сейчас уже без 25:03, и совсем скоро мы снова оденемся и выйдем на улицу, чтобы показать вам тоже еще один очень интересный процесс. Да, и еще измерим радиационный фон в городе Якутске. Проведем мониторинг окружающей среды. Отлично. Все. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас мы снова на улице, и Лена Геннадьевна сейчас расскажет про то, что мы сейчас будем делать. А вообще вот у меня в руках датчик для замера радиационного фона. Вот сюда. Так, кладем. Просто кладем и включаем измерение. Делаем сброс, и у нас пошло измерение. Вот нам надо снять 5 раз показания и среднее арифметическое радиационный фон. Мы ждем, стоим, когда он снимет, да?
Но мы будем туда-сюда. То есть ему нужно время? Ему нужно время, чтобы считать. Ага. А мы за это время будем менять ленточки. Время в Якутске сейчас 15:00. Нет. Время в Якутске 14:50. И в это время снимаются приборы самописцев. Вот здесь, в этой будке находится, ну, если так говорить по-простому, здесь пишет температура и влажность. 2 прибора. 2 прибора. Да. В течение суток данные В течение суток температура пишет. И заряжается новая лента. Да, одевается, снимается предыдущая лента с предыдущих суток и одевается лента на следующие сутки. Заправляется перо чернилами еще раз на сутки. Так, иди снимай показания. Так, ага. Делаешь сброс и следующий. Ага. Просто сброс. Фиксируешь и просто на кнопочку сброс. Хорошо. Так, показатель показывает 0,008. Делаем сброс. Все. И снова оставляем прибор на месте. 0,08. Ага. О, 0,12. 12. Это счетчик Гейгера, правильно? Да. 11. 8, 12, 7, 7, 11. 11. И Ага. последний сейчас снимем. И туда мы будем двигаться очень быстро, потому что, чтобы вовремя успеть набить телеграмму. Чтобы в 3 часа уже... 10. Все, Всё. Так, Идем быстро. Четыре. то есть в 15:00 данные уже должны быть. Да. Все, мы сейчас занимаемся с тобой тем, что заносим все данные. Мы ввели данные и формируем телеграмму. Это прямо телеграмма идет, да? Уже все, да. Телеграмма имеете в виду прямо... Сейчас я тебе прямо объясню, что это такое. Телеграмма это что такое из прошлого? Нет, это настоящее. Настоящее. Это не просто настоящее. В данный момент вот такие же телеграммы составляются на всех официальных медиастанциях мира. И причем это не громкие слова, это так и есть. То есть вот в данный момент метеорологи во всем мире, официально зарегистрированные метеорологические станции, составляют метеорологическую телеграмму на 6 часов по времени Гринвича. 6, то есть 6 утра по Гринвичу. Да. Вот сейчас мы с тобой нажимаем на ОК. И вот сюда вот на отправить. И вот это не громкие слова, вот эта телеграмма сейчас пойдет сначала в Якутское управление гидрометслужбы. Оттуда она передается в Дальневосточное управление, а Дальневосточное уже передает в международную сеть. То есть мы с тобой сейчас сделали то, казалось бы, да, ну вот, что мы с тобой сделали? Вот мы сидели, наблюдали. Но ровно через полчаса эта информация будет доступна всему миру. То есть человек, находясь где-нибудь в Африке, открыв индекс метеостанции, может точно знать, что на данный момент в городе Якутске температура воздуха минус 48 ровно. Руслан, Он удивится. ты приходи-ка одна, как нам работать.
Мы с тобой сегодня практически на 2 градуса нагрели. Приходи. Вот, ну, несем тепло, приближаем как можем нашу весну, а там и лето. Но летом бывает тоже достаточно жарко, так что мы иногда вспоминаем вот эти морозные дни. Хочется окунуться в зиму, но сейчас хочется окунуться в лето. Но желательно без комаров. Да, тоже еще один метеоролог. Так, пока здесь вся погода формируется в цифрах, мы с тобой выполняем дальше работу. Мы с тобой наблюдали радиационный фон. Сейчас нам надо передать радиационный фон. Итак, у нас с тобой было. Диктуй. Так, 8, 12, 7. Так, а потом? 10. Ага. 11. 48. Делим на 5. Средняя у нас получилось 9,6. Округляем. Это 10. Это 10 микрорентген. А нам с тобой надо перевести в микрозиверты. То есть сейчас наблюдается радиационный фон в микрозивертах. Делим это на 115. Итак, радиационный фон в городе 0,09. 0,09. 0, Это стандартный показатель. 9. Ну, это для нас, да. Все. И передаем ее. Фон 9. Вот и все. Все, не здравствуйте. Нет. Это рабочий Это нас момент. столько... Вы представляете, сколько нас сейчас станций, которые наблюдают? И сколько нас передают? Если мы каждый будем здороваться, приветствоваться, То есть утром вы... мы утром с ними здороваемся, мы им передаем информацию утром. Так, Самый итак, короткий телефонный разговор, который я видел, друзья. Фон 9. Все. ну теперь мы будем общаться с синоптиком. Погода 18,061, 41/92, влажность 61%. Спасибо. Ну вот. Да, мы хотели посмотреть интересный вариант. Давайте посмотрим, друзья. Тот прибор, который мы видели... Там, где мы смотрим Да. изморозь, сейчас мы посмотрим, вот 4-й случай, сколько он уже длится по времени. Напомним, что случай это получается, когда изморозь перестает образовываться, а потом начинает снова намораживаться, появляться. Это называется случай. И За эту зиму, получается, это 4-й случай. Отложение изморози началось у нас 1 января. Перевести, если на местное время, то это было по времени. Так, это было по времени 10 часов 15 минут вечера. 1 января вечером начала отлаживаться та вот изморозь, которую мы с вами сейчас видим. То есть На все мы сегодняшний помним, день ей получается 18 дней. 18 дней. Да. То есть мы помним, что перед Новым годом была такая оттепель, ну, если так можно сказать, да, там... Да, 30 с чуть-чуть чем-то дунанул градусов. ветерок, и изморозь А облетела. потом температура стала понижаться, и начался 4-й случай изморози в городе Якутске. Да. Ну что, друзья, я думаю, что сегодня в нашем выпуске вы узнали много интересной информации. Хотелось бы поблагодарить Лену Геннадьевну и Якутского ГМС за предоставленную возможность. Ну и хотелось бы пожелать всем скорейшего потепления, чтобы солнце нас почаще радовало уже, да? Совсем скоро у нас будет весна. Весной мы перед Днем метеоролога обязательно еще раз посетим Якутского ГМС и тоже расскажем много-много интересного. Вам еще раз большое спасибо. Пожалуйста, Руслан. Ну а мне вам пожелание. Не ждите чудес от погоды, чудите сами. Вот на таких словах, друзья, мы желаем вам всего самого наилучшего и до новых встреч в эфире. Испытано на себе.